штабе татар я уже не первый раз. Я сюда прихожу 1,5 месяца. Я студент первого курса и первый раз пришел сюда на встречу студентов 5 сентября. Мне здесь очень нравится, потому что здесь можно найти людей с многих вузов, то есть люди, которым нравятся разные вещи. То есть можно найти людей по увлечениям, умных учеников лучших вузов, с кем интересно поговорить или что-то обсудить. Также мне нравится сюда приходить, потому что я этнический татарин, и мне хочется сохранить свой язык, свою культуру. То есть мне бы хотелось лучше изучить татарский язык, также побольше узнать о культуре, например, о том, как живут татары в других республиках. Сам я родился в Москве, но мои родители татары из Мордовии, но татар много живет и в Татарстане, и в Башкирии, и во многих областях. И интересно осознавать, чем наши культуры внутри татарской различаются. Татарская культура очень разнообразна, в ней есть много субэтносов. Это и мишарские татары, и казанские, и остальные субэтносы тоже. И несмотря на то, что мы все единый татарский народ, все равно интересно осознавать, чем они различаются, вот эти люди из разных уголков России. Хочу сказать большое спасибо Рустему Фаизовичу за это место, за постоянную поддержку в наших начинаниях, за атмосферу, в которой мы, татары и не только татары, можем почувствовать себя как дома, за ту музыку, которая здесь играется, за те мысли, которые здесь высказываются и переживаются потом в течение нескольких дней. Что мне здесь нравится? Здесь люди могут свободно поговорить, не стесняясь, рассказать о своих проблемах. Здесь бывают и молодежные вечера. Молодежные вечера, у них акцент не только на старую традицию и старую культуру, конечно, это важно, но у молодежи должен быть свой современный язык. И люди, вот здесь работающие вместе с Рустам Фаизовичем, вот удовлетворяют этим требованиям. Здесь молодая есть Гульнара Ярулина, есть Лилия Гадель, которая прекрасно чувствует атмосферу и шагает в ногу со временем. Здесь студенты поднимают свои проблемы насущные. Вот мне бы еще хотелось, чтобы как-то штаб татар, поскольку при нем очень много разных клубов, предпринимателей, военных, союз юристов, еще кого, врачей. Они помогают там и найти клиентов, найти друзей, найти мужа и жену. Мне бы хотелось, чтобы штаб татар, не знаю, может быть, это уже в его активе и есть, чтобы стартапы студенческие, да, которые здесь получили бы инициативу и нашли своих спонсоров и меценатов, своих новых направлений. И вот это больше бы скрепило, потому что общее дело всегда скрепляет и создает дух такой творчества, и помогает сохранить и традицию. В штабе у нас нашли себе место огромное количество людей, имеющих разные вообще свое национальное происхождение. Но всех их объединяет стремление побольше принести пользу своему народу, своей нации, своей малой родине. В этом отношении штаб татар имеет огромное значение, потому что благодаря вот этому стремлению тут люди находят такие направления раскрытия своего таланта, своей возможности. У нас здесь собираются молодые ребята, окончившие великолепные московские институты, высшие учебные заведения. Но их каким-то образом еще тянет то деятельность, которая вообще направлена оказанию помощи молодежи, которая ищет себя именно в Москве. Это направление надо развивать. Почему? Потому что таких направлений науки, как в Москве, нигде невозможно найти. Тут я могу сказать, вот я сейчас являюсь действительным членом Академии энергоинформационных наук. Это направление было открыто еще в 90-е годы нашим земляком Хансеверовым. Сейчас вот это направление уже становится самым основным направлением развития науки, производства, технологий. И в этом отношении необходимо
показать помощь нашей молодежи. Многие еще, может быть, только догадываются, в каком направлении надо развиваться. Значит, в этом отношении штаб мог бы иметь огромное значение. Я готов оказывать помощь нашим молодежи. Я всегда готов. Только их надо тут организовать, тут приглашать, показать вообще, в каком направлении развивается эта наука. Здесь, в Москве, создан Институтом системного анализа великолепная система. Эта система предназначена для обработки больших текстовых документов. Программа называется Text Appliance. Вам не надо будет из регионов приезжать в Москву, лишь бы был интернет, более-менее нормальный компьютер. И эта система у вас будет дома, и вы сможете изучать на месте, никуда не выезжая, вот эти документы научные. Сейчас вообще молодежи есть где развиваться, есть где вообще приложить свои усилия. Хотелось бы пожелать штабу «Татар», в котором мы сегодня находимся, в котором бываем довольно часто, чтобы та ситуация, в которой сейчас находится наша страна огромная, в которой находятся все республики, области, края, чтобы она развивалась в лучшую сторону, потому что ситуация экономическая крайне непростая, крайне тяжелая. Вот. Что надо делать, мы все знаем, надо стараться работать по-современному. Вот я хотел бы пожелать, чтобы в нашей жизни поменьше было ретроградства, а побольше, в лучшем смысле этого слова, современности. И чтобы штаб «Татар» собирался, чтобы было не просто ради того, чтобы поговорить, уйти, забыть, а ради того, прежде всего, чтобы по итогам вот таких заседаний, собраний принимались какие-то решения, и они исполнялись. То есть, чтобы были на смену хорошим, правильным, нужным словам и мыслям всегда приходили или хотя бы их дополняли конкретные реальные дела.